Следующий этап – это у нас с вами оценка. Оценка проекта закона на соответствие стандартам. То есть вы же на втором этапе установили же, да, какой стандарт действует, да, вот этого права. Теперь задача эксперта проверить, как этот стандарт, действующий для Кыргызстана, да, и как этот проект закона, который вы экспертируете, будет соответствовать. Вам нужно дать оценку этому, идеи и цель. То есть вы должны идеи и цели проекта закона, где вы находите? В справке обоснования, да? Концепция, цель, идея, зачем этот проект закона вносится, вы смотрите справку обоснования. Оценка соответствия проекта закона установленному стандарту защиты – это шаг второй. Теперь вот смотрите, пошагово. После того, как стандарт вы проверяете, да, перед этим, вот эти, оценка соответствия проекта установленному в Кыргызской республике стандарту защиты. То есть вы же установили, теперь содержание проекта закона вам нужно будет сравнить, да, на соответствие. Третий шаг. Нужно посмотреть оценка делегированных данным проектом закона полномочий, компетенций существующих государственных институтов. Оценка эффективности процедуры реализации защиты соответствующего права человека. Оценка допустимости предусмотренных проектом закона ограничений прав человека. 5 шагов. И последний шаг – это выводы, рекомендации делаете. Как эту оценку делать? Вот концепция, идеи понятно, да? Вы справку обоснования смотрите, концепция, идеи, стандарта того права, которое вы установили, вы знаете, да, для чего уже оно направлено. То есть вот эти вот, какую цель преследует, это все вы из справки обоснования определились, отвечаете пошагово на все эти вопросы. Соответствует ли заложенная концепция проекта закона концепции, основанной идеей соответствующего стандарта прав человека? Имеются ли нормы проекта закона, препятствующие этому? Да? И вот оценка соответствия проекта закона установлена, верно ли употреблены вот эти все термины в законопроекте, именно так, как это заложено в стандарте защиты прав человека. Да? Например, свобода мирных собраний у вас, да? Там по стандарту говорится конституционному, что даже если нет уведомления, можно проводить, да, без этого. Вот это стандарт. Если в законе будет прописано, что требуется уведомление, то будет это соответствовать? Нет, не будет соответствовать. То понял. Конституция уже разрешает. Да, в Конституции сказано, уведомление не требуется, чтобы проводить собрание, правильно же? Дальше. Обоснованно ли применены принципы международного регулирования? Строго ли применяются эти связки? Имеются ли нормы проекта, которые осуществляют имплементацию положений соответствующих стандартов? То есть может быть и так, что в проекте закона, наоборот, вводятся новые стандарты, да, принятые уже в международном, да, и это может наоборот плюсом быть, правильно? Вот, поэтому вот эти вещи тоже нужно будет смотреть вам. Далее смотрите, каковы возможные последствия для отдельных субъектов правоотношений. То есть моделируете ситуацию, да? Например, если вот эта норма будет принята, как он будет действовать, да? И как он отразится на людей. Да? Вот, например, по вашему закону получается, принимается норма прям в Трудовой кодекс, что если, ну, например, установят алтымышқа чыккан элдин баары тең чыгары менен жұмыштан бошотулуш керек деген. Да? Это правильно или нет, ушел стандарт, вы должны смотреть. Право какого субъекта реализуется наилучшим образом, чьи в какой мере ущемляются. То есть право вот этих людей, достигших пенсионного возраста, будет ущемлено или нет? Да, вопрос стоит. У вас какой вопрос можно задать по вашему проекту? Да, вот у вас же получается, устанавливается, да? Возрастной ценз и половой ценз. Да, вот половой ценз. По возрастному цензу, например, лица мужского пола могут продолжить по достижении 50 лет в качестве сержантов, прапорщиков и так далее.
прописано в законопроекте. Здесь только Нет, закон-да бар ошондай. закон. Вот закон вы должны были посмотреть. То есть, например, вы должны были проверить, то есть как на других субъектов, да, лица мужского пола, они вправе по достижении 50 лет продолжить. А по этому законопроекту лицам женского пола по достижении 50 лет, они говорят, елуге чыктың кет, потому что ты женского пола. А мужчины, достигшие то есть 50 лет, они продолжат по закону. То есть дисбаланс. Да? Хорошо. Оценка соответствия делегированных данным проектом закона полномочий компетенции существующих государственных институтов. То есть входит ли в сферу действия законопроекта регламентация этих отношений? По вашей части, да, идет? Может ли вводить ограничения, да? По месту, например, только в парке Горького митинги проводить деп, законго киргизгонго ошондой укугу барбы, закон менен киргизгенге же жокпу? Ошондой ограничение киргизгенге барбы, укугу жокпу деген, да? Ушул закон менен киргизсе болобу деген сөз, делегированные полномочия. Дальше, значит, входит ли в сферу компетенции полномочий, предоставляемые проектом закона данным и государственными органами? Не предоставляет ли проект закона чрезмерные дискреционные полномочия? Это уже антикоррупционное, да? Не связаны ли полномочия государственных органов наложением на граждан ограничений и обременений, которые не требуют данный стандарт? Согласны? Я пример приведу, кассет. Есть какие-то обязанности, обязательства, которые мы чрезмерно начинаем нагружать людей. Да? Принеси то, принеси это, принеси, сделай, сходи туда и так далее. Вот это должны вы посмотреть, какие-то обязательства не носятся ли, да, на граждан или нет. Помните, вот по налоговому кодексу были такие вот моменты, когда патент был. Патент, он срочный, да, с такого-то по такой-то налоговый патент действует. А налоговики требовали от людей, которые покупают патент, чтобы они приходили, если у них нету, да, по окончании этого срока дальнейших деятельности предпринимательской, требовали заявительный характер приостановления патента. А потом вопрос возникал. То есть люди шли туда и это все сдавать, и тогда потом, если кто вовремя не пошел, заявление написал, штрафовали. Понимаете? И, кстати, в моей практике тоже это произошло. И я сказала, говорю, есть? То есть это получается ограничение прав человека. Да? То есть получается, законом же предусмотрено, то есть патент-то он срочный, зачем мне еще заявительным характером еще ходить туда, да, чтобы приостанавливать? Это что, непонятно, что ли? И в налоговом кодексе таких обязательств не содержало, они это сделали инструкцией, подзаконным актом. То есть это такие вот новые обязательства ввели. Процедура защиты права человека. Насколько существующие вот эти институты способны применить эти нормы? Да. Есть ли вообще такие институты или необходимо предусмотреть их создание? Насколько эти институты доступны? То есть вот эти все вопросы пошагово мы отвечаем. Вот, например, к примеру, вот по вашим законопроектам, если такая норма будет введена, вправе ли человек обжаловать это? Может ли иметь право обжаловать действие? Да? Если такой институт есть, тогда не надо, вы говорите. Если необходимость уплаты каких-то там, например, чтобы получить доступ, да, к какому-то, да, праву, то какие-то госпошлины нужно. Невозможность, например, установить ответственность, компенсации. То есть вот эти механизмы защиты этого права предусмотрены, есть ли в действующем законодательстве. Нет ли в проекте закона каких-либо ограничений права на судебную защиту? Есть в каких-то ваших правах, то есть в ваших законопроектах, ограничения права на судебную защиту? Можно ли, например, в случае вот, принятия этого закона или там, нарушения права обратиться в суд? То есть ограничений таких нету, правильно? Или есть? Если политическая должность, оказывается, он не может обращаться. Например, если в законе о государственной службе вот такое внесут, 60 лет исполнилось, его уволили, да, он может это обжаловать? Я же говорю, если политическая должность, То не может. нет. Такое должно быть? Это противоречит или не противоречит? Не должно.
Право на судебную защиту не может быть ограничено, да? Вот как раз по ограничениям я вам быстренько расскажу. Оценка допустимости, вот как раз-таки вашей задачей, да, как раз-таки установлено ограничение прав человека, и нужно определиться, имеется ли в законе, в вашем проекте закона ограничение. Ограничение по возрасту, у вас тоже ограничение по полу и возрасту, у вас ограничение по распространению информации только ночью до 6 утра, да? С 11 вечера до 6 утра ограничение установлено. Ограничение же устанавливается. Распространение развлекательных программ с элементами насилия от 11 до 6. Вот это же главное ограничение, да? Да. Согласны? Теперь вот это ограничение вы нашли. У вас есть ограничения по месту, да? По месту, да. По месту проведения мирных собраний. У вас по возрасту и по полу. У вас тоже по возрасту. У вас вот получается ограничение по времени и распространение, да? Информации. Где? У вас тоже? У них получается, нет. Право в данном случае в интересах несовершеннолетних же ограничений. То есть, получается, это ограничение вводится в защиту прав несовершеннолетних же. Вот, об этом. Теперь смотрите, не относятся ли эти права к категории прав, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть ограничены? Если нет, то отвечаете дальше. То есть перечень дается вот в стандартах прав отдельных специализированных экспертиз в Джоркинеше и в Конституции тоже содержатся, и в международных стандартах содержатся. Есть права, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть ограничены. Это вот право на судебную защиту не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах, и вы правы. Если в законе будет прописано, что увольнение, да, кого-то, например, судьи, если досрочно их освобождают, судьи вправе обжаловать по процедуре освобождения в суд. Но до того момента, пока выйдет указ президента или постановление ЖК в отношении судей Верховного и Конституционного суда. Ошол промежутокта обжаловать этиш керек. Андан кийин уже бүттү. Окууга жок болуп калат да. Свобода слова деген бар, свобода вероисповедания. Внутренний аспект свободы слова, свободы вероисповедания тоже не ограничивается. То есть никто же не может мне запретить внутренне определиться, какую веру я буду исповедать, правильно? Или какую религию. Вот это не может быть ограничено. Охватывает ли цели, устанавливаемых проектом закона, ограничение прав человека целям, установленным в Конституции и международных договорах? В Конституции у нас вот 4. Защита прав и свобод других лиц, защита национальной безопасности, защита общественного порядка, защита здоровья и нравственности населения. Ваш законопроект ограничение направлено на что? На защиту чего? 23-я статья Конституции, вот здесь вот старая коса осталась. Мы просто здесь сейчас разные версии презентации собралось, оказывается. Вот здесь вот охрана здоровья и нравственности населения направлена, ваш законопроект, да? В целях защиты других лиц, это несовершеннолетних, нравственности населения, второе, да? У вас для чего направлено? Общественный порядок, да, больше? У вас больше общественный порядок. А у вас на что направлено ограничение? Нет, пенсионный возраст очень. Кого защищаем? Смотрите, такой вопрос. Например, сотрудники органов внутренних дел до скольки лет могут служить? До 50. Это правильно? В каких целях, для каких целей направлено это? Для чего поставлено? Для выполнения качественно своих трудовых обязанностей 50 лет. То есть вот это... И 50-летние сотрудники внутренних органов. То есть, гоняться за преступником, да? Гоняться за преступником, он более как идет, как вам сказать, ну как регламентированный характер, как обучающий, да, можно сказать. Но действие уже как эффективно выполняет свои трудовые обязанности, он уже не в состоянии. Это раз. Это раз. Тогда скажите, в целях чего это будет это?
если вы говорите, что для эффективности исполнения служебных обязанностей, но, смотрите, личности людей разные же. Один человек и в 50 лет может лучше бегать, чем 20-летний, и лучше выполнять функции. Это же зависит от личного биологических характеристик, физиологических характеристик человека. Согласны с этим? Согласен, смотрите, сотрудников примерно 15 тысяч человек, да, сотрудников сейчас имеется, да, вот образно так, примерно взять. Из них, получается, процентов 80 уже высший офицерский состав, то есть 10-летний уже полковник, полковники. То они могут другие функции выполнять, да? Управленческие, административные. Уже руки-ноги, это уже молодой. Ага. Ну вот поэтому я и задаю, почему? То есть ваш аргумент, что вот здесь вот в целях эффективности вот один из 4 охрана здоровья или там защита общественного порядка, нацбезопасность, куда входит ограничение по возрасту для сотрудников правоохранительных органов? Охрана здоровья, потому что сложность характера работы влияет на здоровье человека. Правильно. Это обратно же, это в зависимости от личного там, состояния человека. Вот вы же сказали, 50-летнего здоровья. Но смотрите, да, лучше может быть, но да, вот это вот исследование, статистические данные больше говорят о том, что вот на этой работе очень психологически выстоять сложно. Даже, да, и поэтому 50 лет это вот такой средний взят был возраст, до какого он может быть как бы, да, благоразумно вести эту деятельность. Потому что вот такая вот очень сложная, конфликтная, спорная и такая деятельность может отразиться на психологическом здоровье человека. Поэтому вот это вот 50 лет для этих сотрудников было установлено для охраны их здоровья, для них направлено. Понимаете? А вот здесь, если, например, в вашем законопроекте во все, трудовой кодекс, то есть для всех работодателей это распространяется. Специфика отдельных работ, с учетом этого, может быть, эти ограничения установлены. Но не для всех, согласны, или для всех можно? 50 лет трудовой кодекске елу шыққаннан кейін барлық работодательдер өздерінің инициативасыменен бошотконға укугу бар деген это будет действовать? Какую цель преследует эта норма? Задавались вопросом? Задавайтесь вопросом, какую цель преследует установленный вашим законопроектом вот эта вот норма? Охрана здоровья. По степени тяжести. Цель? Нет, трудовой кодекс всех работодателей касаться Тетпаева. По службе в органах внутренних дел мы определились, это специфика, да, работы, поэтому позволим. А здесь, если мы для всех работодателей так поставим, или шыққанның бар устен кетішуіміз керек, да, жұмыстан? Омоложение коллектива. Омоложение коллектива, хорошо. Защитный прав. Смотрите, давайте вспомним, не только сотрудники внутренних органов, там, внутренних дел, но и сотрудники мысалы ЖД, Ага. которого железная дорога, там, водители, инженера. Вот об этом и говорю. Можно ли в трудовой кодекс общую норму такую поставить без учета вот этой специфики? Вот, об этом вопрос, да, поняли? То есть, смотрите, еще какое есть угроза вот этой нормы? Да, подумайте. На усмотрение кого поставлено? По инициативе кого у вас там? Работодателя. Работодатель может сказать, сіз маған жағасыз да, мен сізді оставил, іштей беріңіз деп. А она мне не нравится, я вот по закону елуге шықтың бар кет деймін. Что происходит? Неравные, да, и отношения, и нарушение, дискриминация же происходит. Закон неравно действует для всех, получается. То есть вот эта норма позволит мне, как работодателю, я ее оставлю, скажу, будь обосную. То есть по усмотрению работодателя написано коррупционный фактор. А вы мне не нравится, и сразу приказ шығарып қоямын. Понимаете? Или разведем, да? Да, или какие-то... То есть, получается, вот эти нормы, мы должны понимать, как он будет действовать. Моделируйте ситуацию, и тогда вы поймете, на кого он будет действовать хорошо, а на кого будет плохо. То есть все вот эти вот... Каждая формулировка, каждое слово важно в законе. И он должен иметь свою смысловую нагрузку, чтобы... Потому что потом, когда мы правоприменительно начинаем толковать, я скажу, вы так написали, вот как написан закон, так и буду применять. Понимаете? Так, хорошо. Дальше, продиктованы ли эти ограничения? Вот уже у нас следующий эксперт явился, у меня 10 минут времени, я закончу.
Акты тоже требования по нашему закону доступным. Каждый должен иметь возможность располагать соответствующими сведениями, изложено достаточно точно и ясно. И варианты, первый вариант, когда вы вывод делаете, по вашему проекту закона, какой вы вывод можете, подумайте сейчас, 3 варианта выводов. После того, как вот эту процедуру оценки все закончите. Первый вариант, проект закона соответствует стандарту защиты рассматриваемой группы прав человека в полной мере. То есть ваши законопроекты соответствуют вот этому первому варианту вывода? Такой вывод не получается, да, у вас? Хорошо. Второй вариант. Проект закона соответствует стандарту защиты рассматриваемой группы прав человека, не в полной мере требует доработки. В этом варианте эксперт должен дать свои рекомендации по усовершенствованию отдельных положений проекта закона, которые не в полной мере соответствуют. Ваши варианты проектов закона, этот вариант, у вас этот доработки требует, да? Да. А как бы вы изменили эту норму? На договорной основе может продолжать по достижению пенсионного возраста. То есть инициативу работодателя убрать, да? Да. Угу. То есть если человек хочет уйти, ну, ГТ-версия, но если хочет продолжить, продолжить по контракту варианты, да? Хорошо. По-вашему? То есть, ой, сори, вот этот вот, получается, второй вариант не подходит. Вам тоже не подходит? Поменять, да? Хорошо. Вы поменяете, как напишите? Нет, чтобы не мужчина, а женщина. Ага. Если такое ограничение вводится, то нужно всем. Да, не, универсально, да? Если не вводится никому, то не вводить никому. Дискриминация, да, идет? Тогда этот вариант тоже не получается, да, у вас? Или получится доработать? Он не в полной мере, но если доработать, то будет. Угу. Хорошо, у вас? Не подходит этот вариант, да? Вот теперь третий вариант. Проект закона не соответствует стандарту защиты рассматриваемой группы прав человека, в полной мере влечет нарушение прав человека. Данный вывод должен быть достаточно обоснован со ссылками на соответствующие статьи проекта закона. Ну, в данном случае ваша статья. Так, у вас вот это, да? Да, у нас вот это. Он, во-первых, противоречит самой Конституции. Там, Да, вот микрофон. 69 статье. Вот теперь выводы ваши скажите окончательно, кто, то есть вот приходите к выводу и небольшое обоснование.